Чего с ним только не делали. Испытывали светом и темнотой. Обильно поливали и, напротив, надолго оставляли без влаги. Пытались заморозить и сжечь под жаркими лучами. Даже травили химией. Но почти всегда он выживал. Такой стойкостью можно было бы восхититься, вот только речь идет о растении, которое всем порядком поднадоело. Борщевик Сосновского. Борются с борщевиком по-разному. В Сыктывкаре на отдельных участках его травят химией. Эффект есть, но пока какой-то кратковременный. Сорняк после недолгого отсутствия вновь появляется на ранее отвоеванных у него участках. В других муниципалитетах геркулесову траву предпочитают скашивать. У нас вот в сельском поселении организована работа по выкосу борщевика силами наших работников администрации. Вот, покупаем бензин, косим триммерами. В основном работы производятся вокруг администрации. По проблемным участкам в сельском поселении проводится работа с населением. Население помогает по выкосу борщевика. Косить борщевик значит бросать деньги на ветер, возражают ученые. Они сторонники гербицидной атаки. По стоимости она чуть дороже скашивания, но эффективнее. Так что без химии никак не обойтись? Еще как обойтись, уверяют ученые из Гатчины. Они придумали свой экологически чистый и даже приносящий пользу метод борьбы с геркулесовой травой. В ее заросли агрономы просто посадили клубни топинамбура, и за 2 года он полностью вытеснил борщевик. Борщевик гигант, да, то топинамбур супергигант. И он полностью поглотил его, потому что у борщевика корневая система 30 сантиметров, а у топинамбура там более 3-4-5 метров. Наши погодные условия топинамбуру вполне подходят. Земляная груша не требует особенного ухода и успешно размножается даже не на плодородных землях, а потому в Коми уже появились последователи гатчинского эксперимента. Я знаю, что много инулина, и очень хорошо помогает для тех, кто болеет сахарным диабетом. Очень полезно и для кормящих матерей. Вот у кого исчезает молоко, можно вот просто в еду добавлять вот тот же порошок. Но я лично использую листья. Как я использую? Значит, я завариваю. И вот из этого как бы чая вот зеленого делаю льдинки. И после каждого умывания на горячее лицо я просто льдинкой умываю, омолаживает, убирает морщинки. За уничтожение геркулесовой травы выступают и медики. В Сыктывкарский травмпункт каждый год обращаются пострадавшие. Ожоги сами по себе тяжелые, трудно лечатся. Средний срок лечения таких ожогов первой степени 3 месяца. При ожогах второй степени реабилитация доходит и до полугода, у некоторых и до года. Потемнения после таких ожогов обычно проходят за 1-2 года. В худшем случае на месте раны появляются килоидные рубцы. Они могут остаться даже на всю жизнь. Это такая печать борщевика на теле. Чтобы избежать ожогов, медики рекомендуют надевать перчатки, защитную одежду и заниматься выкосом этого гигантского сорняка в пасмурную и даже дождливую погоду. Сок борщевика опасен только в тандеме с солнцем. Впрочем, как это ни удивительно, есть и те, кто тотальное уничтожение борщевика считает не самым правильным решением. Вопрос непростой, потому что, например, борщевик, ведь с точки зрения, если сельхозтоваропроизводителя, не такая уж плохая кормовая культура. Он очень рано появляется весной, когда сразу после таяния снега, когда еще другие ни сенокосы, ни пастбища еще не поспели. Вот. Потом у него высокая урожайность очень, от 1000 до 1200 центнеров с гектара. Агротехнические затраты по его возделыванию очень низкие. И у нас есть сельхозтоваропроизводители, которые даже не хотят отказываться от борщевика. Сельчане отмечают, что этот год для творения Сосновского стал весьма благоприятным. Территория его произрастания заметно приросла, а сами особи вымахали на 3-4 метра. Так что о скорой победе над этим зеленым врагом говорить, увы, не приходится. Но полномасштабную войну, говорят специалисты, пора бы начинать. И это должна быть стрельба из всех орудий. Светлана Некрасова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.